Пожалуй, самого известного героя-любовника ни одной постельной сцены, но именно он считается образцом порочного соблазнителя. В театре Камала премьера сезона. Впервые там ставят пьесу Мольера «Дон Жуан». И впервые же главный герой заговорил на татарском языке, что сразу привлекло внимание российских критиков. Об извечных образах в новой трактовке и неожиданных режиссерских ходах в сюжете Оксаны Тинигиной. Это не диалог по скайпу и не проверка камер, а искусно-новаторский режиссерский ход. Главный герой и его верный слуга словно один на один в склепе общаются с ушедшей душой командора. В татарском театре это уже 7-е появление Мольера. Тартюф здесь ставили аж 4 раза, но Дон Жуан впервые заговорил на татарском. И это не единственное расхождение с прописанным героем и пьесой. Режиссер приковал внимание к философским проблемам без привязки ко времени и месту, как в костюмах, так и в декорациях. Здесь нет конкретных примет эпохи, поскольку все-таки это действие этой истории, оно происходит не просто где-то там в абстрактной Италии какого-то века, оно происходит на наших глазах, оно происходит и в театре в том числе, поскольку здесь очень много будет, здесь будет обнажен, ну как сказать, обнажены всякие механизмы, кулисы будут распахнуты. То есть, это такой достаточно смелый ход. Дерзкий, храбрый, страстный и в то же время по-философски грустный. Таков главный герой в исполнении Радика Бариева. Такому готова отдать свое сердце и простая крестьянка, и светская дама. Люция Хамитова играет Дону Эльвиру, бывшую жену, которую Дон Жуан даже похитил из монастыря, но позже бросил, как и других. История, каких немало в реальной жизни, поэтому перекликается с сердцами многих женщин. Здесь и обида, и любовь, и страсть, то есть все выплеск эмоций, то есть очень разнообразно. Поэтому я же говорю, очень много переходов. В одной маленькой сцене нужно показать все эмоции. Во всяком случае, вот чем отличается большая роль от маленькой, то есть большая роль – это вот на протяжении всего спектакля, то есть набираешь, здесь есть и начало, и развитие, и кульминация. То есть зритель тебя видит. А в маленькой роли нужно выйти и все выложить. От пылких диалогов и действия ничто не отвлекает. На сцене никаких декораций и по минимуму реквизита. Для передачи эпохи и атмосферы используют лишь состаренные столы и резные стулья, сундуки и свечи. Но для главной сцены ужина специально прикуплен серебряный сервиз в несколько сотен тысяч рублей. Часть сцены и декораций будут прямо за кулисами. Развалины и колонны старинного замка уже стоят на своих местах, ожидая лишь художественной обработки и росписи. Остальное же довершит освещение и современные технологии. На огромных полотнах будут проецироваться сады, морские пейзажи и другие части замка. Впереди еще финальная неделя репетиций, и уже 5 февраля казанцы в полной мере смогут насладиться действом и героями Мольера. Спектакли пройдут также 6 и 19 февраля. Оксана Тинигина, Роберт Шагиахметов. Новости на Первом городском.